Мамлекеттик салык кызматынын 2022 жылда аткарган иштеринин жыйынтыгы боюнча ошондой эле үстүбүздөгү жылы кандай долбоор киргизиле тургандыгы тууралуу айтып берүүгө уруксат этиңиздер. 2022 жылы мамлекеттик салык кызматы 207 миллиард сом жыйнаган. Bunun içinde 63 milyardga көп топтогонбуз былтыркыга салыштырмалуу. Пландык көрсөткүчтөрдүн баардыгын аткарып 3 миллиарддан ашык акча жыйноого мүмкүнчүлүк болду. Ошондой эле бизнести көмүскөдөн чыгаруу, экономиканын баардык тармактарын талдоо жана мониторинг жүргүзүү, ЯЭП мүчө өлкөлөр менен соода жүргүзгөн алкагында кайыр салыктарды башкаруу боюнча алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Мындан тышкары салык сервис, салык жоболорун санариптештирүү долбоорлору жана 2022 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирген жаңы салык кодексинин ченемдери да өзүнүн оң натыйжаларын берди. Bunun бардыгы биз көп тармактарыбызды автоматташтырдык. Мисалга келтирип кетсек, бул электрондук товар накладнойлорду киргиздик. 2023 жылы буюрса ушунун баардыгы ишке ашат деп ойлойбуз. Ошол эле электрондук рейд киргиздик, E-рейд. Электрондук патенттерибизди толугу менен уже жакшыртууга мүмкүнчүлүк болду. Дал ошондой эле контролдук кассалык машиналарыбызды киргиздик десек болот. Бүгүнкү күндө уже 65 миңден ашык контролдук кассалык машиналарды киргиздик. Мисалга келтирип кетсек, былтыркы жылдын 4-кварталында болгондо 17 миң контролдук кассалык машиналар киргизилген болчу. Биз 2022 жылдын ичинде ушул санды 65 миңден ашырдык. Мен ойлойм, бул өтө чоң жумуш. Ушунун баардыгынын негизги биздин салыгыбыздын көбөйүшүнүн бир негиздерине алып келсек болот. Ошол эле убакта электрондук рейдтерди киргиздик. Бүгүнкү күндө биздин салыкчыларыбыз бүт текшерүүлөрүн электрондук планшеттер менен жүргүзүп башташты. Биз ойлойбуз, 2023 жылы эгерде электрондук транспорт накладнойлорун киргизип алсак, толугу менен көмүскөдө жүргөн биздин бизнестерибиз ачыкка чыгышат. Ошол. Уважаемые журналисты, в 2022 году Государственной налоговой службой была проделана очень большая работа в части фискализации. Да? То есть здесь мы провели большую работу в части электронного рейда, усовершенствовали контрольно-кассовые машины, работу электронно-кассовых машин. Также мы на сегодняшний день внедрили электронные транспортные накладные. Мы считаем, что эти все аспекты дали нам очень большие результаты, поэтому нам удалось собрать план и перевыполнить. Государственная налоговая служба на сегодняшний день перевыполнила план на 3,7 миллиардов. Мы считаем, что это один из больших достижений, так как наши налогоплательщики в 2022 году полностью, в полном объеме смогли собрать, был собран нами, поставленный перед нами план. Если говорить в части фискализации, то мы внедрили электронный рейд, то есть на сегодняшний день наши налоговые инспектора проводят уже свой рейдовый контроль только посредством электронных планшетов. Да? То есть это уже исключает коррупционную часть, поэтому это все было внедрено. Также мы усовершенствовали контрольно-кассовые машины.
на сегодняшний день налоговая служба в онлайн-формате видит полностью все транши, все пробитие чеков. И мы считаем, также налоговая служба в этом году сможет успешно внедрить электронно-транспортную накладную. Мы считаем, что если у нас все это в этом году получится, то мы исполним план, поставленный перед нами. Добрый день, Кактус Медиа, Диверсопол. У меня вопрос. К нам обратились фармацевты, которые говорят, что они также вынуждены забирать товар в электронно-товарную транспортную накладную поштучно, и при этом они еще делают QR-коды, и это им осложняет работу. В первую очередь с тем, что из-за QR-кодов, вот этих, которые будут появляться на пачках, они не смогут продавать лекарства поштучно. То есть те старики, которые покупают по одной таблетке, по блистеру, они не в состоянии будут купить. Вот они попросили обратиться к вам с предложением либо оставить ЭТТН просто, либо оставить только QR. Какими еще сталкивались вы проблемами при заполнении ТТН? И что делать при приобретении лекарств? Ну, если говорить о QR-кодах, то QR-коды это должны наносить у нас уже производители, то есть те поставщики, которые на сегодняшний день поставляют лекарственные средства на наши рынки. Да? То есть мы всего лишь хотим на сегодняшний день это все упорядочить, то есть торговля должна проходить по правилам. Поэтому эти правила были внедрены. Если говорить об электронно-транспортных накладных, да, на сегодняшний день у нас есть возражения, но эти возражения, они естественные. Да? То есть задача бизнеса – это уйти от налогов, задача налоговой – это помочь налогоплательщику оплачивать в полном объеме. Крупный бизнес как раз таки говорил, что они не собираются уходить от налогов, они жаловались, что невозможно забить теории всех водителей, которые могут завтра отвезти, а документ надо забивать сейчас. Они жалуются на то, что привлекаются дополнительные сторонние силы, и при малый бизнес на базаре, который обязан забивать ЭТТН-ку, они не знают, как это делать, с помощью телефона это сделать нереально, комп туда не поставишь, надо нанимать бухгалтера. Как быть? Давайте вот так вот, да, раз уже в этом русле пошел у нас разговор, то я хочу вам рассказать об электронно-транспортной накладной. Электронная транспортная накладная – это всего лишь на сегодняшний день она в электронном формате. То есть до этого любой бизнес при перевозке должен был пользоваться товарно-транспортной накладной. Да? То есть накладная, которую вы все знаете, это с детства мы ее видели. На сегодняшний день налоговая служба всего лишь это все фискализировала и сделала в электронном формате. То есть, если бизнес до этого он должен был ездить посредством товарно-транспортной накладной, мы всего лишь добавили, что бизнес теперь должен ездить по электронно-транспортной накладной. То есть электронная транспортная накладная, она заполняется субъектом, который осуществляет какую-либо поставку или занимается перевозкой. Мелкий бизнес, который, скажем, сидит в магазине или на базаре, ему не нужно заполнять электронно-транспортную накладную, так как ему привозят оптовики. Поэтому мы здесь никаких препятствий не видим. Мы считаем всего лишь это... Они говорят о том, что их заставляют заполнять, потому что оптовики должны посадить на виртуальный склад, куда-то конечная точка должна быть. Ну, это естественный аспект, так как я вам скажу, что до этого, как мы говорили, крупный бизнес, он, естественно, не хочет во многих местах заниматься электронно-транспортными накладными, да, это немножко прибавляет усилий, но мы считаем на сегодняшний день, что бизнес будет то есть заполнять просто транспортную накладную или же будет заполнять электронно-транспортную накладную, тут в принципе мы не видим. Что по лекарствам? По лекарствам тоже так же они должны. То есть эти требования, они на сегодняшний день внедрены не только нами, да, то есть все наши соседние государства, они на сегодняшний день внедрили. Ну, я спрашиваю про Кыргызстан. Поэтому я говорю в сравнении. Да? Что в конечном итоге приобретения? Мне не нужна огромная пачка, 50 таблеток, мне нужно 10.
И вторая – это физическая прослеживаемость товаров, это цифровая маркировка товаров, каждой упаковки, как вы отметили, все верно. И этим проектом уже несколько лет занимается департамент лекарственных обеспечений. То есть все лекарственные средства, которые ввозятся в страну или производятся, каждая упаковка должна маркироваться, чтобы отследить до конечного потребителя, кому эта упаковка была продана. В части того, что нельзя продать там потаблеточно, на самом деле этот механизм продуман Министерством здравоохранения. Можно будет разбить упаковку и отдельно указать, сколько штук из коробки было реализовано. Ну, я сейчас чуть-чуть не в своей сфере сейчас провожу разъяснения. На самом деле, я думаю, если вы спросите Минздрав, они вам довольно подробно ответят. Что касается ЭТТН и маркировка – это не взаимоисключающие вещи, то есть ЭТТН сопровождает товар до аптеки, да? В данном случае по лекарствам, если я скажу. Через ЭТТН лекарства доходят до аптеки, а с аптеки реализация уже проводится через QR-код, как вы правильно сказали. Эти вещи на самом деле раздельные в части того, что все товары по лекарственным средствам нам было передано со стороны Департамента лекарственных средств, и большая часть лекарств уже в системе ЭТТН есть. То есть на сегодняшний момент порядка 45 тысяч активных складов, виртуальных складов электронных накладных, и 38 тысяч пользователей уже выписывают. То есть ежедневно порядка 30 тысяч электронных накладных оформляется. В части того, что вы сказали, на малые предприятия сталкиваются с проблемами выписки, тут, наверное, может быть и есть наша вина, то, что мы не провели большую широкомасштабную работу, но хочу отметить, что каждый день у нас проводятся обучающие семинары и в регионах, и в каждой налоговой инспекции. Но есть нежелание самих налогоплательщиков вникаться в этот механизм. Для малых предприятий не надо выписывать ЭТТН. Им всего лишь единоразово надо зарегистрироваться в системе и зарегистрировать свой виртуальный склад, скажем, на рынке, да, контейнер или точка, или магазин любой. Они регистрируются один раз в системе, и уже крупные поставщики, импортеры, производители им выписывают электронную накладную. Для малого бизнеса выписывать накладную не надо, они только принимают, а реализуют уже посредством ККМ населению. То есть здесь нагрузки на малый бизнес нет. В части того, что систему можно не только пользоваться, на самом деле для малого бизнеса, чтобы посмотреть, какой товар пришел, сколько у них на складе, они могут на самом деле пользоваться и телефонами, и планшетами, это все адаптировано, мы в принципе это каждый раз отслеживаем. То есть вот то, что хотелось бы довести, да, малый бизнес не выписывает ЭТТН. Что касается путаницы по водителям, связано, что их невозможно, и что надо ЭТТН выписывать день в день. Да. Товар отгружается рано утром в 4-5 утра, а бухгалтера нет на месте. Как быть? Да, вот по части водителя, так же как и в части заведения своих товаров в систему, это единоразовая акция, то есть один раз вводятся товары, один раз вводятся склады, один раз вводятся водители, и также автомашины. Это сделано для корректного учета, чтобы мы могли отслеживать контрабандные, контрафактные товары и защитить наших добросовестных предпринимателей. Но эту работу каждый раз бухгалтерам делать не надо. То есть надо один раз вести и со справочника потом выбирать, какой водитель, какая машина будет отвозить. Ну я вот спрашиваю, вот товар надо отправить в 5 утра. Теперь второй вопрос, по вашему вопросу. Да. Я просто по порядку иду. Хорошо. Второй вопрос по поводу отправки ЭТТН. ЭТТН можно подготовить заранее на самом деле, то есть его черновик сделать, вбить все данные и при выезде машины нажать кнопку «Отправить», и система сгенерирует ему номер. То есть распечатывать ЭТТН не надо. Многие наши коллеги, бизнес-бухгалтера думают, что надо ЭТТН распечатывать, в руки водителю давать. На самом деле нет, это можно сформировать в PDF и отправить там, на WhatsApp водителю, да, если будут какие-то контрольные функции, чтобы он мог показать. В принципе, это можно делать удаленно. Коллеги, следующий вопрос.
саласы болыпты. Бұл мемлекетке қандай пайдалы екенін білдік эттерден. Ишкерлердің өзүнө-чү? Өзүнө кандай пайдасы? Ишкерлердин өзүнө биринчиден алып аткан... Опять можно да. на русском? На русском. Ну, в первую очередь для предпринимателей это уверенность в том, что товар, который к ним приходит на реализацию, это товар, который был законно ввезен или законно произведен, что это не контрафактный. Скажем, если это продукты питания, что никто не отравится, потому что есть соответствующий сертификат, если это законный товар. Да? Вот это в первую очередь защита добросовестных предпринимателей и, как я уже отметил, борьба с контрабандой и контрафактом. Во-вторых, предприниматель может видеть свои обороты, да, то есть делать анализ. Мы сейчас как раз в систему вводим отдельную аналитику. Каждый предприниматель может увидеть, сколько он товаров в месяц принимает, сколько реализует. То есть это автоматизация для того малого бизнеса, у кого нет, скажем, программы бухгалтерского учета, они могут через нашу систему в целом отслеживать свою аналитику. Электрондук коштомо кагаздардын биздин бизнеске жакшы бир жери бул өзүнүн жүргүзүп жаткан бизнесин автоматизация кылуу. Айына канча товар алып же канча товар сатылганын карап турса болот. Бул кичинекей бизнеске жакшы жери өзүнчө учеттук бухгалтердик система сатып албай, биздин системанын аналитикасы менен жакынкы арада колдоно баштаса болот. Ошондой аналитика системасын азыр киргизип беребиз электрондук коштомо кагаз системасына. Андан тышкары алып аткан товары бул мыйзам түрүндө өндүрүлгөн же мыйзам түрүндө биздин Кыргызстанга алып келгенин билсе болот. Жана мен мисал келтирип кеткендей, продуктовый товарлар жакшы жерде жасалганбы, сертификаты барбы, ошондон билсе болот да. ЭТТНге азыркы убакытта каршы чыгып аткан бизнес, менин оюмча, бул ошол туура эмес мыйзамдаштырылбаган товарды саткысы келбеген, көргөзгүсү келбеген же ошондой товарды сатып алгысы келген предпринимательдер ошон үчүн ЭТТНге каршы чыгып атат деп ойлойбуз. Рассмотрение второго чтения. Но надо отметить, что с 1 января этого года эти внесения, так как не были приняты своевременно, соответственно, действует действующий налоговый кодекс. Да? Если взять, допустим, к примеру, ставки налога с продаж, они должны были по действующему налоговому кодексу с 1 января при оплате в безналичной форме 0, она отменяется, да, с 1 января. И эта действующая норма, она уже действует с 1 января. Поэтому пока никаких изменений нету, то налоговая служба не может применять какие-то нормы, которые предусмотрены в проекте закона. Поэтому мы должны действовать строго в соответствии с действующим налоговым законодательством. То, что касается дальнейшей судьбы проекта, это уже вопрос, наверное, больше относится к Жогорку Кеңешу, потому что только полномочия депутата рассматривать и принимать решение о принятии или непринятии определенных норм этого проекта. Ну, понятно, почему. Министр экономики Даниил Мангельдиев сказал проблему банковской тайны. Из-за обсуждения этого вопроса специфического для предпринимателей, в том числе и для депутатов, обсуждение застопорилось. Можно его подробнее? Нет, это предусмотрена процедура принятия любого законопроекта, то есть в 3 чтениях, да, там есть регламент Жогорку Кеңешу, по которому работают. До Нового года должно быть. До Нового года было решение, что надо по процедуре проводить парламентские слушания, которые были проведены тоже, соответственно, да. И поэтому из-за того, что законопроект был внесен только в ноябре месяце, поэтому срок принятия немножко задержалось. Поэтому надо еще отметить, что между чтениями, там, допустим, между первым и вторым, там 10 дней, 10 рабочих дней, когда депутаты могут инициировать какие-то свои предложения. Поэтому эта процедура соблюдается, поэтому своевременно до сегодняшнего дня рассматривается только в режиме
второго чтения. Ну, из-за чего? То есть вас вообще не уведомляют? Нет, мы активно участвуем в обсуждениях и в парламентских А вы обсуждениях. из-за банковской тайны. Ну, Ваша версия? ну вот смотрите, там очень много сейчас в этом законопроекте тех норм, которые ждут сами налогоплательщики. Да, да, есть действительно, есть такие, которые вот злободневные, это вот там пару вопросов, которые, как вы правильно отметили, это банковская тайна в том числе, и, значит, а в остальном все нормы касаются, это те, которые налогоплательщики ждут. Да? Там, допустим, есть нормы, которые должны вступить по разным срокам. Есть нормы, которые должны вступить с 1 января 2022 года, которые необходимы для налогоплательщика, чтобы отчитаться закрыть этот год. Есть нормы, которые будут вступать с 1 января этого года. Есть нормы, которые будут вступать с момента принятия. И каждый из них в отдельности, значит, в целом это как бы концепция сама в целом поддержана депутатами. Вот то, что вы как говорите, там банковская тайна, это как раз таки, значит, та тема, которая обсуждалась и на площадке Министерства экономики. После этого, значит, было поручено депутатами также рассмотреть этот вопрос, и мы совместно с Национальным банком, с Союзом банком вот, и с представителями коммерческих банков это как бы обсудили, и сейчас вот предлагаются такие альтернативные, значит, редакции к этой статье 146. Ну, есть предложение Национального банка, есть наше предложение, и, соответственно, вот сейчас готовится заключение Министерства экономики, в целом Кабинета министров, который уже, значит, внесет свои предложения вот в ближайшее время. Не забываем исполнительный орган. Алтынбек Ханбекович, кичине бүтүрүп жаттык. 2023 жылы кандай иштер аткарылат? Кыргыз чыгышы. План айтып, 2023 кандай план койду? Нурлан Жумалевичке менин суроом бар болчу. Учурда көп жерде азыр социалдык тармактардан талкуулап атат. Жаңы салыктарды киргизип атасыңар, мынакей ошон үчүн эл салык төлөп атат деп атат. Кайсы салыктын түрү киргизилди эгерде киргизилген болсо? Бул жанагы азыркы каралып аткан долбоор боюнча эч кандай жаңы салыктар киргизилген жок. Бирок деген айтып кетиш керек, жанагы көп нерче мындай көп нерсе салык режимдери бар да. Анан ошондо бир салык режим кошулуп атат ошондо айтып кетсек. Бул деген жанагы атайын ошо жанагы сатуу зона деп айтылат. Ошо жанагы базарларгачы атайын ошондой салык режим кирип атат. Андан тышкары эч кандай жаңы салык киргизилген жок да. Мындай айтып кетсек, салык төлөөчүлөргө бул жана бирликтүү салык боюнча тиги көп жанагы общепит болобу, креативный индустрия болобу, ошолорго атайын жанагы ставкалар көрүнүп атат да. То есть аларды бөлүп, ошолорго азайтылган ставкаларды көргөзүлүп атат да. Бул керектүү. Мен жаңы болсам, азыр 2014 жылдагы мыйзам менен жашап атабыз. Эгерде жаңы парламентте талкууланып аткан мыйзам күчүнө кабыл алынып кетсе, ишкерлерге кандай жеңилдик болот, анан мамлекетке кандай пайда болот? Ишкерлерге жеңилдик ошо жанагы каралган, мисалы айтып кеткен эле бирликтүү салыкты алсак, азыркы учурда мисалы жана товар жүгүртүүсү 30 миллионго чейин болуп атпайбы? Ошол порог алым салынып атат да. Ушул учурдан баштап, ушу жаңы долбоор өтүп кетсе, мисалы деген жанагы орто бизнес болобу же чакан бизнес болобу, алар деген ошо порогду карабай иштей берсе болот да, коркпой элечи, качан өтүп кетем депчи. Ошого мындай ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат да. Андан тышкары болсо, мисал айтып кетсек, жанагы көп льготалар көргөзүлүп атат. Мисал айтканда жаңы жанагы өндүрүш мекемелерге жаңы ачылган же иштеп жүргөн аларга 5 жылга бошотуу боюнча ошондой жеңилдиктер көп көрүлгөн да. Керектүү салык төлөөчүлөр керектүү нормалар көрүлгөн. Должна собрать в 2023 году 248 миллиардов, да, из них 196 миллиардов это по налогам и 51 миллиардов по соцфонду.
Мы считаем, что поставленные задачи мы полностью сможем оправдать и исполнить, так как в этом году у нас тоже намечен ряд фискальных процедур, да, то есть внедрение очень много. Также мы в этом году собираемся внедрить много нового и надеемся, что это все у нас получится внедрить, и мы в 2023 году исполним план, поставленный перед государственной налоговой службой. Вопрос можно? Да. Вы сказали, что план установлен на уровне, план прогноз, да? 248 миллиардов. В этом году вы собрали, в прошлом году, 207 миллиардов. Да. А у нас в следующем году таких крупных проектов не намечается, вот каких-то новых предприятий. То есть откуда резервы? Это все за счет анализа и мониторинга, да, наших субъектов, также выведения из тени. То есть нужно отметить, что мы полностью из-за того, что фискализация она проходит, да, на сегодняшний момент, и с каждым годом мы стараемся выводить из тени очень большой объем налогоплательщиков. То есть упор на теневую экономику. Да. Кыргызча айтып Мамлик. Мамлекеттик кызматтын алдында коюлган пландар боюнча айта кетсек, бул 248 миллиард 2023 жылга коюлду. Мунун салык боюнча 196 миллиард, 51 миллиард соцфонд боюнча. Ошондой эле бунун баардыгын биз фискалдаштыруу жана көмүскөдөн чыгаруу максатында ошонун жыйынтыгында чыгарабыз деп ойлоп атабыз. С 1 марта 2023 года истекает срок использования ККН без функции работы с фискальным модулем. Бул с 1 марта истекает, это по старому образцу, то есть контрольно-кассовые аппараты, которые были с накопителями. Да? На сегодняшний день Государственная налоговая служба и совместно с налогоплательщиками на сегодняшний день мы пользуемся контрольно-кассовыми машинами, которые в онлайн-формате передают все данные. То есть плательщик пробил, и секунду в секунду поступают данные в налоговую службу. На основании чего мы уже можем автоматически проводить свои анализы. Да? У нас то есть это все было передвинуто, так как определенным количеством бизнеса не успели закупиться и привезти данный товар, установить. То есть мы считаем, что до 1 марта мы это все успешно совместно с бизнесом на сегодняшний день отрабатываем. Считаем, что это все внедрим, и уже с 1 марта мы начнем работать полностью уже в формате онлайн. То есть до сегодняшнего дня тот бизнес, который в свое время закупил старого образца аппараты, до 1 марта они могут пока пользоваться. Биринчи радио коллегамыз суроосун берейин. Кыргыз Республикасынын аймагында мунай заттуу жөнүнөн сатуу менен алектенген май куючу станциялар өз каражатынын эсебинен камераларды орнотуп, бардык жазууларды салык кызматына көрүп беришет дейт. Ушу долбоор боюнча дагы сурап атат да. Айтып берсек болобу азыр ошо? Кыргызстанда май өндүрүүчү ошо заправкалар кантип салыгын төлөшөт? Ошондо ошо долбоордун алкагында болгондо видео камералар коюлат. Азыр деле бар да камералар. Бүгүнкү күндө биз ушул ишкерлер менен биригип, ушул эле таза иштеп аткан ишкерлерибиз менен бул ортодон чыккан бир проект болуп атат да, долбоор. Бул жерде биз бүт бардык сливной резервуар. Как он резервуарлардын бүт бардыгы заправкалар должны будут установить камеры, да, чтобы в онлайн формате мы могли видеть. Ошол эле бул жерде бүт эле бардык заправкалардын баарында камералар бар болгону, ошолоруна биз доступтарды сурап атабыз.
Кесиптештер рахмат. Последний вопрос, ну такой хороший. В этом году, вы так выдохнули. В этом году вы обещали еще одну лотерею. Да. Давайте подробности уже по ней. Да, в этом Когда году, получается призы? так как в прошлом году, в 2022 году, данная лотерея дала очень хорошие плоды, мы считаем, что в этом году тоже нужно ее проводить. Мы уже практически готовы ее начать. Мы считаем, что, я надеюсь, с 1 февраля мы ее уже запустим. Призовой фонд мы уже обсудили с председателем Кабинета министров. Он в этом году будет существенным, да, то есть это будет идти речь как минимум о 10 автомобилей на каждый розыгрыш. То есть, так как дает хорошие плоды, За чей счет автомобили? эти автомобили в этом году уже будут закупаться государством. Кыргызча да пост. Былтыркы жыл биздин салык чек акциябыз аябай жакшы натыйжаларын берди. Ушулардын негизинде өзүңүздөр көрүп тургандай былтыркы план ашыгы менен аткарылды. Ошондуктан быйылкы жылы биздин кабинет министрибиздин жетекчиси менен было принято также продолжить быйылкы жылы призовой фондун көбөйтүп, мен ойлойм 1 февралдан баштап ушунун баарын ишке ашырып баштайбыз. Агентство Кабар, на заседании Кабмина вы сказали еще о кэшбэке, то, что в этом году будет введен кэшбэк в размере 3% от НДС. Куда этот кэшбэк будет поступать? Этот кэшбэк будет, так как наша внедренная лотерея, да, Салчек, она проводится и определенное количество только могут выиграть, да? Чтобы это все как бы для нашего народа было более заинтересованным, мы решили в этом году внедрить кэшбэк. То есть кэшбэк — это возврат определенной суммы нашим гражданам для того, чтобы они своевременно могли получить свои призы. Да? То есть кэшбэк, я думаю, мы уже в этом году, где-то с марта месяца мы сможем это все уже внедрить. И думаю, в этом году у нас будет 2 проекта работать. Это Салчек, и 2-й проект — это кэшбэк. То есть на это же приложение, а потом можно будет оттуда деньги как-то купить на них что-то? Там нужно будет привязать электронный кошелек или либо карту, и, соответственно, туда будет надо. Автоматически будет это все падать на электронный кошелек, которыми вы можете воспользоваться также при реализации.